Добрый день, наши юные зрители! Изобразительное искусство во все времена, словно зеркало, отображает все реалии жизни, как в жизни, так и на холсте. Тема сегодняшнего урока очень своеобразная – гигиена тела и жилища. В наше непростое время, во время пандемии, она очень актуальна. Гигиена к нам пришла с Востока. Именно там уделяли огромное внимание чистоте тела и духа. Восточные бани, термы-дворцы, купели, душевые и многое другое. Это целая культура ухода за своим телом. Об этом свидетельствуют многие произведения искусства, дошедшие до наших дней. Ничего нового в современном мире не появилось. Сегодняшние ванны – это потомки римских сосудов тепидариев. Изменилась лишь форма и материал. Хамамами и банями пользовались все. Знатные люди и простой народ – это то место, где все обнажены и равны. Осознание человеком себя, своего тела, своей физической природы проходит через баню. После бани из обнаженного тела как бы проистекают целомудренная красота и душевная чистота. В фондах нашего музея немало произведений, которые рассказывают о чистоте жилища и личной гигиене. Казахстанский живописец Галым Насырович Каржасов «Работа утра» – это своеобразный натюрморт, изображение утреннего туалета девушки, которая наклонила голову и расчесывает свои богатые волосы. Автор, опираясь на традиции народного казахского декоративно-прикладного творчества, разработал собственную стилистику в пластической и образной системе. Про чистоту сложено немало рассказов и стихов. Работа «Казашка» художника Николая Гавриловича Хлудова, автора многих картин на сюжеты из жизни казахского народа того времени. Это молодая мама, ее лицо переполнено счастьем, розовощекий малыш уже наелся и повернулся к зрителю. Великий казахский поэт Абай Кунанбаев в своих работах указывал, что чистота тела и чистота помыслов неразрывны, а также подчеркивал, что ни одна мать не подойдет к ребенку перед кормлением, не совершив омовение рук и груди. Стихотворение «Майдадыр» Корнея Чуковского этой сказки в стихах 100 лет. Она стала одной из любимых книг всех советских детей и очень помогла многим родителям объяснить детям, для чего соблюдаются правила гигиены. Позднее появилось множество мультипликационных фильмов «Майдадыр». Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Так некогда сказал политический деятель XX века Владимир Ильич Ленин. С появлением кино стало проще образовывать безграмотное население. Ликбез – это одна из самых полезных ипостасей, доставшейся нам от революции 17 года. Люди стали грамотными, и жизнь их намного улучшилась. Испокон веков женщины ухаживали за собой, несмотря на разные условия и средства. Они прихорашивались, выходя из дома, и обязательно смотрели в зеркало. Работа казахского советского художника Салихитдина Абдусадыковича Айтбаева «Сестры» великолепно показывает женскую страсть к красоте. Две сестры увлечены прихорашиванием. Младшая держит зеркало, помогая сестре. Отображение в зеркале автор пишет как присутствие третьего человека. Настолько важно для женщины ее отражение в зеркале. Сельские пристрастия прослеживаются у Салихитдина на протяжении всего творчества. Большое влияние на формирование стиля художника оказали постимпрессионисты. Он был признанным последователем Сезанна. В нашем регионе практически в каждой семье есть шахтер. Это одна из сложнейших мужских профессий. Карагандинский живописец, монументалист Бектимир Шапенович Амеев. Работа «Шахтеры перед мойкой», в которой автор удивительно правдоподобно передал и мужскую силу, и усталость после тяжелой смены. Здесь чувственное и рациональное шагают вместе, помогая зрителю соприкоснуться с происходящим. Уставшие шахтеры присели отдохнуть
и ждут горячий душ, после которого останется на глазах угольная пыль. Именно с такими глазами привыкли мы видеть шахтеров. И не только гигиена личная, но и чистота дома, одежды сопровождают человека во все времена. Стиральные машины появились не так давно, но стирали одежду и постельное белье женщины во все времена. Зимний пейзаж народного художника России Виктора Семеновича Сорокина, где автор показывает обычную деревенскую стирку в своей родной деревне под Ельцем. Что касается средств гигиены, то первыми бумагу изобрели в Древнем Китае и стали ее использовать повсюду. Использованную бумагу сразу выбрасывали, она быстро и сливает и не вредит окружающей среде. Первое упоминание о туалетной бумаге встречается в китайских летописях 55 года до нашей эры. Первыми испытателями выступили императоры Китая. Когда во всем мире пользовались матерчатыми платками, заболевший чихал, затем клал в карман, что не очень гигиенично. Поэтому матерчатый платок желательно использовать в качестве аксессуаров. Новшества технического прогресса как и приносят большую пользу человечеству, так и урон. Современные предметы гигиены не так уж гигиеничны, как кажется, потому что им необходимо время для полного истлевания как минимум 200 лет. Дорогие ребята, помимо гигиены жилища и гигиены тела, существует еще гигиена образа жизни и наших мыслей. Очень важно смотреть развивающие передачи, читать хорошую литературу, общаться с образованными людьми. Ведь все дурновкусие откатывает наш мозг назад и способствует деградации. И, как сказал Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно. И душа, и мысли, и одежда.